Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля подвели итоги года, посвященного трудовому подвигу строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей. То, что вокруг идеи патриотизма, причем не просто идеи патриотизма, основанной на конкретных исторических событиях, имевших быть место в годы Великой Отечественной войны, то, что нам удалось сплотить и старый млад, а самое главное, добиться вот таких ощутимых результатов, это, конечно же, вызывает восхищение. В фойе театра выставка, которую подготовил Чувашский национальный музей. Она организована в легко и быстро разбираемую конструкцию. Выставку можно развернуть где угодно. Мы его можем отправить в школу, мы можем, вот видите, здесь вообще ничего не надо. Память о строителях оборонительных рубежей было создано немало творческих проектов. Выставки, музыкальные произведения, танцевальные постановки, спектакли, фильмы. Некоторые из них продемонстрировали на экране. У нас награждают группу специалистов и руководителя, которые снимали фильм «Сюда не ступит нога врага». Фильм создавался на основе видеотеки тружеников тыла. Мы ездили сначала по районам республики, брали интервью у тружеников тыла, участников непосредственно событий строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Каждый из награжденных внес большой вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы встречались с школьниками, мы делали мастер-классы, мы беседовали, после спектакля оставались, еще продолжали свой разговор. Поэтому я думаю, что эту медаль дали не только мне, а нашему коллективу Театра юного зрителя. 2021 год завершился, но мероприятия, посвященные Сурскому и Казанскому рубежам, не заканчиваются. Министр культуры Светлана Каликова отметила, что в ближайшее время предстоит еще немало работы, в том числе и открытие мемориала в честь строителей рубежей, над которым сейчас работают лучшие строители Чувашии. Милена Алексеева, Николай Скворцов, Республика.